Здравствуйте, в эфире «Новости 24», в студии Мадина Албгачева, и смотрите выпуски. Инспекционная поездка главы. Руководитель региона проверил ход строительства социально значимых объектов в сельском поселении Кажево. Ряды добровольцев пополняются. 2018 объявлен годом волонтера. Создаем условия для будущих чемпионов. Отремонтированная школа бокса в Пригородном скоро примет первых спортсменов. Глава Ингушетии Юнузбек Евкуров встретился с ветеранами Великой Отечественной войны из Ставропольского края, которые являются участниками патриотического автопробега, посвященного 75-летию освобождения Северного Кавказа от фашистских захватчиков. В Ингушетию участники автопробега прибыли из Дагестана. Они уже успели побывать в городе воинской славы Малгобеке и возложить цветы у вечного огня на мемориале, посвященном защитникам города. По словам Юнузбека Евкурова, цель патриотической акции – увековечить память о войне и укрепить взаимопонимание и диалог между народами Кавказа. В ходе встречи с ветеранами глава республики рассказал им об ингушах, воевавших во время Великой Отечественной войны, а также пригласил гостей в ближайшее время вновь посетить республику и пожить в горах, чтобы запастись кавказским здоровьем и долголетием. Юнузбек Евкуров оценил качество строительства нового моста и дамбы в сельском поселении Кажево, которые были разрушены в результате подтопления летом прошлого года. Данное сооружение строится во избежание затапливания во время сильных ливней, которые периодически бывают в летнее время. Сейчас работы на объекте приостановлены в связи с погодными условиями, но в скором времени его планируют сдать в эксплуатацию. полезный грунт, Верши 80 метров, длину, в ширину 12 метров на основании. Полностью забетонируют яхар. Глава Ингушетии далее осмотрел образовательные объекты и прилегающие к ним территории, отметил некоторые недочеты в строительстве и потребовал их устранить. Здесь же было поручено соблюдать установленный график и осуществлять постоянный контроль над возведением важных объектов. По двум сторонам, по одной стороне полностью тротуар идет улица. Пешеход. Всего 2 месяца до главного события года – выборов президента России, которые пройдут 18 марта. Сейчас в стране активно идет сбор подписей кандидатов в президенты. Специально для этого в каждом регионе открыты пункты сбора подписей. Естественно, Ингушетия не исключение. Свою площадку для этой работы предоставила и партия «Единая Россия». Зелимхан Калоев продолжит. ЦИК закончил прием документов от кандидатов в президенты России. Шансы на участие в выборах есть у 16 кандидатов. До выборов президента России осталось совсем немного времени. По всей стране активно идет сбор подписей в поддержку кандидатов. В Ингушетии сбором занимаются волонтеры и представители молодежных организаций. В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Анатольевича Медведева уже с раннего утра многолюдно. Каждый, кто пришел сюда, точно знает, что проявить гражданскую позицию, думать о будущем своей страны. Я пришла сюда, осознавая необходимость проявить свой гражданский долг, реализовать свое гражданское право и отдать свою подпись за одного из кандидатов в президенты Российской Федерации. Каждый гражданин Российской Федерации, если он имеет возможность в ближайший участок пойти и отдать свою подпись за пользу определенного кандидата, он должен это выполнить, потому что его личное расписание, наверное, это не более получаса он теряет. Я считаю, каждый гражданин должен выполнить свой гражданский долг. Это обязанность человека. Мы не должны быть безразличны в судьбе нашего народа, нашей страны. Приехал на предвыборную кампанию, воспользоваться своим правом и отдать свой гражданский долг
за достойного кандидата в президента нашей страны. Как сообщили в штабе Владимира Путина, они открыли более 600 пунктов. Ему, как самовыдвиженцу, необходимо набрать не менее 300 тысяч подписей. Сейчас их уже более полумиллиона. Очереди из желающих отдать свой голос в поддержку действующего президента не уменьшаются. Штаб даже принял решение дополнительно напечатать еще 20 тысяч подписных листов. Собирать подписи должны и те, кто идет на выборы от партий. Таких претендентов на данный момент 15. Среди них, например, Григорий Явлинский от «Яблока», Борис Титов от партии «Роста», Ксения Собчак от «Гражданской инициативы». Им по закону надо собрать уже по 100 тысяч подписей. Впрочем, эта работа в самом разгаре. Партия «Справедливая Россия» в сборе подписей не участвует. На съезде партии было единогласно решено не выдвигать своего кандидата и поддержать кандидатуру действующего президента. А вот выдвиженцам от парламентских партий подписи собирать вообще не надо. И таких двое. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который официально зарегистрирован кандидатом в президенты. Он получил соответствующее удостоверение. И Павел Грудинин, директор совхоза имени Ленина, формально беспартийный, но идущий под флагом КПРФ. По законодательству Российской Федерации ведущие партии выдвигают своих кандидатов без сбора подписей. Более того, наш кандидат Владимир Вольфович одним из первых зарегистрировался в избиркоме. Луиза Дарсигова о процедуре сбора подписей знает теперь, наверное, не меньше, чем Центр избирком. Подписные листы аккуратно разложены, все готово. Главное условие – сборщики подписей не имеют права заниматься агитацией, поэтому никаких призывов и никаких дискуссий. У самовыдвиженцев на каждый регион должно приходиться не более 7,5 тысячи подписей граждан, проживающих в том или ином субъекте России. Оформляют все быстро, главное, чтобы документы были с собой. Подписной лист заполняется следующим образом. Первые 4 графы заполняются паспортные данные избирателя. Далее избиратель ставит дату, роспись. В одном подписном листе до 10 избирателей могут оставить свои подписи. Далее лист удостоверяется лицом, осуществлявшимся сбор подписи. Далее ставится дата, и подписной лист заверяется подписью. Еще один пункт сбора подписей открыт в Назрани. «Единая Россия» предоставила для работы сборщиков подписей свой штаб, куда целый день приходят граждане. Важнейшие даты предвыборной гонки уже известны. До 31 января должны быть собраны все необходимые подписи. 10 февраля ЦИК должен утвердить окончательный список участников выборов. До 16 марта будут идти агитации в прессе и предвыборные дебаты на телевидении и радио. Ну а 18 марта пройдут сами выборы президента, интерес к которым уже сейчас растет с каждым днем. Зелимхан Калоев, Ахмед Горбаков, Новости 24. Акту милосердия придали государственный статус. 2018 год пройдет под эгидой добровольчества, то есть будет посвящен гражданам, чья воля, энергия и великодушие и есть главная сила России. В Ингушетии уже прошел первый сбор добровольческого корпуса. Репортаж Светланы Томовой. В холле Дворца культуры Назрани сегодня многолюдно. Десятки молодых ребят и девушек пришли вступить в добровольческий корпус. Здесь же они заполняют анкету добровольца. Тамара Цароева – одна из тех, кто хочет на благо своей республики участвовать в различных мероприятиях и помогать всем возможным. Естественно, я сегодня не могла не прийти сюда, потому что, вступив в корпус добровольцев, я имею возможность помогать людям и нуждающимся, участвовать в разных мероприятиях и получать какую-то пользу для себя. Волонтерская деятельность в нашей республике – движение сравнительно новое. Каждый из этих ребят отныне будут делиться добром и заботой в постоянном режиме. Ведь добро, сделанное тобою, всегда возвращается. Несмотря на то, что наша республика молодая, мы динамично развиваемся, проводим различные мероприятия. Добровольцы делают большую часть работы в проведении мероприятий. Например, битва в горах, битва на Назрани. Мы везде участвуем. Я считаю, что добровольчество дает нашей республике саморазвиваться, нашей молодежи. Так как не только добровольцы помогают республике, и они нам, так как это новые знакомства, взаимная помощь друг другу. Назир Галаев около года назад создал добровольческую инициативную команду. В нее входят школьники и студенты. И все эти молодые ребята готовы прийти на помощь в любую минуту. Для меня как-то проявить себя и помогать другим людям и организация. Для того, чтобы получить знания для себя, во-первых. И во-вторых, просто уделить и помочь другим людям.
Год гражданской активности и добровольчества позволит провести системную работу по вовлечению населения в эту деятельность, показать гражданам важность и непосредственную работу, которая проводится добровольцами и организациями разных форм собственности. В целом по стране около 7 миллионов человек вовлечены в волонтерские движения самых разных направлений. И в связи с новым объявленным годом волонтера и добровольчества это количество может возрасти в разы. Мы первый раз в этом году собираем наших добровольцев, волонтеров, чтобы официально презентовать начало года. Мы будем говорить о основных задачах, основных целях молодежи, Комитета по делам молодежи, в целом и нашей молодежи республики, направление в этом году, какое у нас основное будет. Также в Ингушетии вскоре запустят собственное мобильное приложение «Волонтер онлайн». Оно станет региональной платформой, объединяющей всех добровольцев республики. Таким образом, Ингушетия станет первым субъектом России, на территории которого развернется программа «Года волонтера». Каждый активист, вступивший в корпус добровольчества, получит паспорт волонтера, который в некоторой степени сделает их деятельность легитимной. Светлана Томова, Адам Далаков. Новости 24. В наступившем 2018 году вырос акциз на топливо. Рост цен будет проходить в 2 этапа. Так, первые 50 копеек накинули на акциз уже с 1 января текущего года. Еще на 50 копеек топливо подорожает с 1 июля. Подробнее расскажет Саид Куштов. Цены на бензин в России сейчас самые низкие в Европе, дешевле только в Казахстане и Белоруссии. Рост цен на топливо по всей стране – инициатива Минфина России, чтобы привлечь в бюджет страны дополнительные средства для строительства дорог в Крыму, Калининграде и в Дальнем Востоке. Хочу довести до сведения наших потребителей, что с 1 января текущего года решением правительства Российской Федерации акцизы на топливо соответственно начали расти. Тем не менее, наша компания приняла упреждающие меры в части планомерного увеличения цен на виды топлива, с тем, чтобы наши потребители это не ощущали на себе. Компания «Роснефть» недавно запустила акцию «Семейная команда». Клиентам сети заправочных станций «Роснефти» предоставляются определенные льготы в виде бонусов. При покупке 2 литров топлива на карту, соответственно, начисляется 1 бонус. Это получается в размере 1 рубля. При покупке сопутствующих товаров в размере 20 рублей, соответственно, на карту зачисляется 1 бонус. Это очень удобная программа и очень хорошая программа для потребителей нашего топлива. При зачислении этих бонусов на карты, соответственно, они в последующем могут этими картами, то есть количеством этих бонусов, начисленных на карту, заправляться топливом, соответственно, либо еще плюс, получая они к основной, к своей карте, получают 2 бонусные карты. 2 бонусные карты они могут раздать своим близким родственникам, соответственно, вместе пользоваться этими бонусами. На заправочной станции водителям предоставляется целый спектр услуг. Здесь можно не только заправить авто, но и самому подкрепиться. Тут же располагается и магазин. У нас топливо прямые поставки от завода. Топливо хорошее, отзывы хорошие от людей. У нас есть свои постоянные клиенты, которые постоянно заправляются. Люди довольны, хорошо отзываются. И реализация у нас каждым днем как бы становится больше, людей больше. Даже приезжают с соседних республик, чтобы именно заправиться сюда. Люди довольны, топливом, качеством и обслуживанием. Магомед Хамадханов заправляется только на заправках Роснефти. По его мнению, здесь качественное топливо. В республике открыто 23 заправочных станций Роснефти. Сеть комплексов будут расширять, обеспечивая водителей качественным топливом. Саид Куштов, Адам Далаков, Новости 24. Борьба с несанкционированными свалками продолжается. Как только экологи ликвидируют их в одном месте, они тут же появляются в другом. Комитет экологии и природных ресурсов Ингушетии совместно с представителями местных администраций и участковыми полиции провел очередной рейд по выявлению незаконных мусоросвалок на территории нашей республики. И теперь к нарушителям порядка будут применены серьезные меры. Подробнее расскажет Микаил Тангиев.
На этот раз экологи побывали в сельском поселении Сурхахи. Здесь несанкционированная свалка возле водоохранной зоны. Мусор разбросан вдоль всего берега реки Кенч. В некоторых местах мусор просто сверху засыпан землей, дабы скрыть следы загрязнения окружающей среды. Здесь массово выбрасываются жителями все строительные отходы, бытовые отходы. По сегодняшний день меры здесь не приняты ни по ликвидации, ни по недопущению. Административная комиссия местная бездействует. Как мы видим, ни одного материала нет. За прошедший год Комитет по экологии и природным ресурсам ликвидировал все незаконные свалки на территории Ингушетии. Но некоторые жители продолжают выбрасывать мусор, где попало, признаются работники местной администрации. Недавно мы полностью вот эта речная улица очистили, вывозили мусор. Но мы тоже, у нас штат маленький, 7 человек всего рабочих. Вместе с головой 8 человек у нас. Мы не успеваем постоянно. Местные власти обязались в течение недели убрать весь мусор и привести прибрежную территорию в надлежащий вид, а также провести разъяснительную работу с местным населением. Экологи же верят на слово, но обещают проверить. С одной стороны мы видим красивый и снежный пейзаж селения Яндри, но стоит посмотреть сюда, и картина уже не такая живописная. Горы строительного и бытового мусора здесь просто повсюду. Сотрудники комитета по экологии приезжают сюда уже не в первый раз. Проблема незаконного сброса мусора в этом селе часто поднималась в мечетях на пятничных проповедях, в надежде, что жители одумаются и перестанут загрязнять флору вокруг себя. В прошлый раз здесь был глава района и был глава администрации села. О решение, о сторож ахуавегу поляж лорди ермехти глории административной комиссии был дабы мехти глории андадахат. Сейчас здесь картина еще хуже. Это было когда 3 месяца назад. Несмотря на неоднократные поручения, неоднократные предписания, штрафы, и администрация района, и администрация села неоднократно привлекались к административной ответственности. Свалка засыпалась землей и ликвидировалась, но она вновь и вновь образовывается. Здесь также пообещали в ближайшее время разобраться со сложившейся проблемой. Как бы там ни было, в обоих случаях факт нарушения зафиксирован, и в кратчайшие сроки будут приняты самые жесткие меры в отношении органов местного самоуправления. Михаил Тенгиев, Магомед Урусханов, Новости 24. В Чермени отреставрировали школу бокса и назвали ее именем Алихана Тумгоева, который проспонсировал ремонт. В школе заново покрасили стены, починили проводку, освободили от многолетнего хлама. Об успехах бокса в пригородном и перспективах этого вида спорта после реставрации. В материале Тамерлана Хамхоева. В пригородном районе подрастает немало наших талантливых и перспективных ребят, которые жаждут добиваться спортивных высот. Другое дело, что условия для тренировок не всегда соответствуют желаемым. В школе бокса в Чермени, к примеру, такая проблема уже осталась в прошлом. Ремонт давно требовался капитальный, и работы было немало. Вопрос финансирования полностью взял на себя Алихан Тумгоев. Условия же дикясыр. С бардами деньги Алихане до глазя чатардыр. Сахы, тоти глахты жука, сахы даистхан шиц бол, нах даистхан яфагами алды, хатуи, метик хатуи, бирж комедиона, отопление хаяхан, пьяна жкаду хама аухша, провода жихасаба, кайб жирик далее, и косметик хакечи, даху дикя чамуху бол же, ахар бол дикя даху бол же, хамхадия, что есть ханы духаяля. Это помещение соседствует со школой бокса. Трудно поверить, но и коридор, ведущий в зал для тренировок, недавно выглядел точно так же. Теперь же заменили проводку, полы и двери, стены отштукатурили, провели отопление. Словом, все условия, чтобы заниматься спортом. Полностью вагон стоит. Так, ринге мотик стоит, мешок кичает. داخل حنزه دقة بيرش حام خبول سنخيتي من وسطايا شلتي. Да, бирж духа хода дикя хода. В этой секции занимаются около 80 ребят. В их копилке победы на таких турнирах, как первенство СКФО, Юность России и многочисленных международных состязаниях, где не раз звучали имена ингушских ребят из пригородного. Дука безум кубы бокс ах. Секцию ял сюда, бойский интерес чейнерсы. Сука стимулирует ислама тархал безум барса. Дикса говорит боксер чади курс.
С ремонтом уложились в рекордные сроки. Работа шла параллельно на нескольких фронтах. Кто-то делал стяжку, другие белили стены, ремонтировали проводку и строили теплотрассу. Благодаря поддержке неравнодушных людей, которые, будь то финансово или другим способом, поддерживают спорт в Ингушетии, у этого направления большие перспективы. Тамерлан Хамхоев, Гапурчух, Киев, Новости 24. Это были все новости к этому часу. До встречи в эфире.